Тюльпанов. В эти дни в Голландии проходят масштабные гастроли Татарского театра оперы и балета со спектаклем «Спартак». Они приурочены к 400-летию дипломатических отношений России и Королевства Нидерланды. Сегодня это самый крупный проект нашей республики. Он предвосхитил открытие перекрестного года России и Голландии. Первый спектакль показали за несколько дней до официального визита Владимира Путина в северную страну. Голландская публика увидит 15 спектаклей в 8 крупных городах. И сегодня первая часть специального репортажа Дмитрия Пивоварова из Голландии. Посланцы из нашей республики уже дважды становятся героями крупных культурных обменных программ и международных связей. Первый состоялся в 2005 году по случаю столетия отношений России и Норвегии. В этом году, объявленном перекрестным между двумя странами, показывается еще одна работа петербургского постановщика Георгия Ковтуна «Спартак». И это своего рода дерзкий момент. Доселе голландцы не видели подобного эксперимента. Им привычна статуарная розовая классика, когда «Щелкунчик», «Лебединое озеро» или «Спящая красавица» становится чуть ли не мерилом оценки русского балета. 400 лет дипломатическим отношениям Нидерландов и России, и возможность использовать именно большие сцены, где можно показать всю эстетику, всю вот эту культуру масштабную нашего театра, я думаю, что это вот как раз и совпало. История дипломатических отношений России и Нидерландов восходит к эпохе Ивана Грозного. В 17 веке Петр I в Гааге открывает деловое представительство. С тех пор связи на всех фронтах жизни между двумя странами не прекращаются. За 20-летний период гастролей оперного театра по Европе спектакли Татарского театра посмотрело 2 миллиона голландцев. Весна, как и в России, еще не в полной мере охватила королевство. Еще не расцвели тюльпаны, а холодный ветер по-прежнему пронизывает. Но чувства и эмоции словно заставляют отступить стихию. На сценах Гауде, Роттердама и Аппельдорна вместимостью в 1000-1200 мест разыгрываются недюжинные страсти. Впервые респектабельная публика северной страны увидела многочисленный творческий механизм из 185 человек. История Спартака и Краса идет на пределе возможностей. Еще Пятипа когда-то писал, что не надо привлекать иностранцев, потому что в русской школе она совершенно отличается от западной. Чем она отличается? У нас есть характерные танцы. Ни в одном балете ни Голландии, ни Европы не существует как бы таких танцев. Да, у нас есть развернутые всякие дивертисменты, гран-па, ну и верховые поддержки, борсковые поддержки, которые сейчас в мире, они как бы исчезли. По меркам европейского восприятия «Спартак» зрители окрестили как шоу. Синтез пластики, акробатики, цирка, классических форм и хорового исполнительского мастерства создают интересный аудиовизуальный ряд. Нам нужно разогрев перед соблазнением. Услышать родную речь в Голландии можно достаточно редко. Наши соотечественницы живут здесь более 10 лет. Ирина и Татьяна приехали в Гауду, где открылись гастроли «Спартака». Но немножечко тут вертится, все-таки превалирует любовь, я так понимаю. В постановке нет, ну больше выходит. А там еще другое время, наверное, было, и больше рабы восстали. Я вижу это первый раз, этот балет. Но я вот просто сижу, мне прямо даже не хватает воздуха. Просто как ребята танцуют, но это не сравнить ни с чем. Вторую часть специального репортажа из Голландии смотрите завтра в программе «Город» в это же время. Налоговики страны